Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. И вот о чем сегодня расскажем. Госкомитет по тарифам предлагает ввести отдельный тариф на мешочный сбор твердых коммунальных отходов в деревнях. Какие еще вопросы обсудили на заседании первого выездного рабочего штаба в Набережных Челнах? Подробнее в сюжете Гульнары Минихановой. Рядом с домом появятся ритуальные услуги. Я вот проживаю на 3-м этаже, там все как бы на ладони видать. Как теперь быть жителям Нурлата, которых просят демонтировать свои сараи, чтобы потом построить зал для панихиды? Фируза Хамидуллина разбиралась в тонком вопросе. Доброе дело и в кратчайший срок. 5 лет это много. Спасибо большое. За 2-3 года надо нам поставить. Рустам Гульфанович, я прошу это включить. Как в Казани хотят улучшить жизнь людям с ограниченными возможностями, узнал Дмитрий Аренин. Рейд МЧС по акватории Казани. Все документы, все в порядке. Все в норме. Все ли владельцы маломерных судов соблюдают требования безопасности, узнал Иван Сарафанов. Госкомитет по тарифам предложил рассмотреть введение отдельного тарифа на сбор мусора в мешках. Речь идет о сельской местности. Инициатива была озвучена на первом выездном заседании Госкомитета по тарифам в Набережных Челнах. Здесь обсуждали реализацию мусорной реформы совместно с региональным оператором. Почему жалоб в народный контроль меньше не становится, по какой причине упала собираемость платежей в ряде районов и где исполком забыл поставить на учет мусорные площадки. Обо всем подробнее в репортаже Гульнары Минихановой. Это один из 2 сортировочных пунктов в Набережных Челнах. Сюда ежемесячно поступает до 10 тысяч тонн мусора только из Автограда. В комиссии Госкомитета по тарифам рассказывают, как идет процесс обработки. Это участок прессования вторсырья. Мусор там весь прессуется и складируется здесь для удобства. Большие фуры спокойно здесь подъезжают, все грузится. Мусор здесь сортируют вручную. Стекло, бумага, пластик, консервные банки отправляются в отдельные отсеки. Этот мусор потом после нас уходит в полигон, который мы собрали, она идет на пресс, там прессуется. На территории республики действует 37 полигонов. Из них более 60% закроются в ближайшие 2 года, потому что они переполнены. Сейчас встает вопрос именно о действующих полигонах, о новой инфраструктуре, которая в ближайшем, скажем так, времени понадобится республике. То есть куда складировать. Часть полигонов будут закрыты, особенно в сельской местности. Это первое выездное заседание Госкомитета по тарифам, которое прошло в Набережных Челнах. Обсуждают мусорную реформу. Уровень оплаты услуг за июль составил 82,4% от начислений. В западной зоне у ПЖКХ 72,4%. В восточной, где работает регоператор Гринта, 93,7%. За первые 5 месяцев Гринта получила 880 миллионов рублей. Лидеры по собираемости от плана больше 98%. Это город Набережные Челны, это Тукаевский район и Нижнекамский район. Также есть у нас и отстающие районы, это Аксубаевский, Черемшанский и Новошишминский район. В западной зоне меньше всего собираемость в Лаишево, Тюличах и Алькеево. По поручению регионального оператора в июне был сделан перерасчет, который коснулся почти 4500 лицевых счетов. Сделано до начисления с марта 2019 года. Сейчас жители пока разбираются с обстоятельствами этих перерасчетов. И в связи с этим в данных 3 районах сбор уровень оплаты достаточно низкий пока. Как рассказали в Гринте, на собираемость платежей влияет и расхождение в цифрах. Так, по данным территориальной схемы, в Аксубаевском районе живут 29 тысяч человек, а по данным Росстата 27 тысяч. Напомним, регоператоры не имеют доступа к базе данных прописанных и проживающих жителей. Аналогичная ситуация с Черемшанским районом. Но вот Новошишминский, да, мы видим, что собираемость от плана, если на данные Росстата обращать внимание, была бы уже 84%. За месяц на портал «Народный контроль» поступило 87 обращений по ТКО. С начала года только по Казани 150 жалоб, по Челнам 41, по Альметьевску 40. Почему одни и те же районы? Задаются вопросом участники штаба. Как оказалось, в Альметьевске несколько контейнерных площадок не зарегистрированы. Значит, в сферу обслуживания регоператора не попали. Аналогично несколько обращений поступила в систему, где есть контейнерные площадки, завалены мусором, но они, со слов регоператора, они не узаконены. Однако Альметьевск на связь со штабом не вышел, и было решено рассмотреть эту проблему отдельно.
Отдельного внимания требует и вопрос строительства мусороперегрузочных станций. В Мамадыше уже есть. К концу года появится и в Актанышском, Агрызском и Нурлатском районах. Здесь же на штабе Александр Груничев вышел с новой инициативой, предложив рассмотреть введение отдельного тарифа на мешочный сбор мусора в сельских районах. Ну, во-первых, считаем, что это будет стимулировать устраивать контейнерные площадки. Во-вторых, наверное, приведет к какой-то более понятной цифре для жителей сельских районов. Сейчас есть районы, где мусор собирают и вывозят в мешках. При этом в расчетках есть строка «Закупка контейнеров», которые в селах не нужны. Но здесь же выше транспортные расходы, говорят в Госкомитете. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Первые дни августа выдались по-июльски жаркими. Как сообщает Гидрометцентр, сегодня и завтра республика будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Если июль был жарче нормы и обрушился аномальными осадками, то последний месяц лета должен уравновесить ситуацию. В ближайшие дни будут жарко до 32 градусов. Температура начнет снижаться в начале следующей недели. По словам метеорологов, август будет достаточно близким к климатической норме. Среднесуточная температура в первые 10 дней составит примерно 21 градус. Несмотря на жару, казанцам пока не удастся освежиться в парках. В парке Горького и Горкинско-Аметьевском лесу отключили фонтаны. Они сейчас огорожены сигнальной лентой. Музыкальные фонтаны не заработают, пока не завершатся проверки. Напомним, в минувшие выходные здесь случилась трагедия. Семья из Свердловской области с 6-летним ребенком гуляла в парке Горького. В один момент мальчик закричал. Оказалось, у него оторваны 3 пальца на ноге. Хирургам удалось пришить 2. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Печальная статистика купального сезона пополнилась с минувшей ночью. В Аксубаевском районе из реки Малый Уж, вблизи села Новая Ильдеряково, спасатели вытащили тело 50-летнего мужчины. Как сообщает МЧС, он в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, нырнул и не вынырнул. Купание здесь запрещено. Накануне 2 случая произошли на Каме. Близ села Сотово Мамадышского района очевидец обнаружил тело мужчины. Через пару часов рядом с базой отдыха в Нижнекамском районе в метре от берега спасатели нашли тело еще одного мужчины. Их личности сейчас устанавливаются. Как отмечают спасатели, обстановка на водоемах Татарстана остается крайне сложной. С начала купального сезона на воде погиб 51 человек. Сотрудники ГИМС вышли в рейд по акватории Казанки, проверили документы водителей судов и соблюдение правил безопасности на воде. В Татарстане за этот год выявлено 762 нарушения эксплуатации маломерных судов. В июле в республике произошли 2 резонансных случая. Около Аракчино затонул прогулочный катер. Все 34 пассажира спасены, никто не пострадал. В Зеленодольске столкнулись 2 моторные лодки, 1 человек погиб. Как не допустить подобных трагедий и какие нарушения фиксируют инспекторы, в репортаже Ивана Сарафанова. Этот сигнал служит для привлечения внимания лодок и катеров. Услышав его, водитель судна обязан остановиться и предъявить документы сотрудникам ГИМС. Проверяют наличие документов. Это водные права и судовой билет, в котором должна быть отметка о прохождении технического осмотра. Сергей Рыбаков говорит, за 3 года владения катером ни разу не нарушал правила. Часто катаемся, соблюдаем постоянно. Правила судоводителей такие же строгие, как и на дороге. Основные нарушения – движение не по своей полосе, стоянка в запрещенных местах и отсутствие средств спасения. За этот год в Татарстане выявлено 762 нарушения, 139 из них в Казани. Спасательный жилет должен иметь специальный воротник, который в случае падения с лодки будет удерживать голову на поверхности воды, даже если человек потеряет сознание. Это ключевой момент, который спасет ему жизнь. Быть в жилете на воде обязаны пассажиры лодок и катеров, которые не превышают длину 4 метра. Дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослых. Нарушение этих правил зачастую приводит к трагедии. Просто для безопасности, так по-правильному. На воде так и надо находиться. Маленько вот рыбачим на спиннингах, окуней ловим. Вот. Пока что-то чаек не видно было, пока просто проездом проезжаем. Из-за нарушения правил безопасности на воде в июле в Татарстане произошли 2 ЧП. На Волге около Аракчино затонул прогулочный катер. На борту было 34 человека. По техническим характеристикам максимальная вместимость в 2 раза меньше. Всех пассажиров спасли, никто не пострадал. Если требуется медицинская помощь,
подходите к машине скорой. Если все нормально, к сотрудникам полиции для опроса. В Зеленодольске столкнулись две моторные лодки. Один человек погиб. В обоих случаях возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Перед выходом в плавание нужно проверить свое судно в соответствии требованиям безопасности. Нужно проверить исправность механической установки, обеспечением средствами безопасности. Это жилеты, спасательные круги, весла должны быть на судне. ГИМС призывает владельцев маломерных судов соблюдать все требования безопасности и сообщает, с 6 августа с 12 дня до 9 вечера от Кремлевской набережной до моста Миллениум выход на Казанку будет запрещен. Здесь пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Новая скоростная трасса М-12 может получить название «Казань». Этот вариант, наряду с Евразия и Восток, в числе самых популярных в народном голосовании. Об этом сегодня объявили в Москве на фотовыставке, посвященной строительству трассы. К концу года должно определиться название всей магистрали от Москвы до Казани и Екатеринбурга. Его выберут с учетом мнения людей. Свои варианты можно прислать на электронную почту. Как сообщило руководство госкомпании «Автодор», уже в конце этого года планируют запустить движение на 50 километрах автобана в Московской и Владимирских областях. Мы в сентябре месяце, там уточним сейчас дату точно, откроем в полном объеме для автомобилистов. Работаем достаточно напряженно, но с учетом все новых возможностей построить раньше, мы понимаем, что надо еще рабочую силу привлекать для того, чтобы, как нынче у нас мы говорим, чтобы сдвигать все влево. Зал панихиды по усопшим на расстоянии вытянутой руки. К нам в редакцию обратились встревоженные жители Нурлат. Здесь, на улице Шашина, планируют возвести агентство ритуальных услуг, говорят они. И для этого накануне попросили демонтировать старые хозпостройки. Как утверждают жители, участок, который раньше принадлежал им, муниципалитет еще весной отдал в аренду предпринимателю. К тому же рядом стоит здание городского морга. Если снести постройки, все, что будет происходить на территории морга и в помещении для панихиды, окажется под нашими окнами, утверждают нурлатцы. Как к такому соседству относится Роспотребнадзор? В ситуации разбиралась Филюза Хамидуллина. В этой сарайке я храню садовые инвентарь, лопаты, грабли. Это погреб семьи Прокопьевых и небольшая самовольная постройка над ним. Здесь семья хранит овощи и заготовки на зиму. Рядом небольшой огород. Все это жителям досталось вместе с квартирой. Дом в свое время возвели для работников ЦРБ, который находится в 50 метрах отсюда. Получили квартиры медсестры, врачи. Им главный врач выделил вот по 0,2 сотых земли. Мы построили сарай и погреб. Здесь построили, в общем. И 36 лет этими пользуемся. Сейчас здесь проживают больше 40 семей. Практически у каждой есть свой погреб и небольшой участок. В свое время эти земли и хозпостройки жители хотели оформить в собственность. И даже деньги сдали в ТСЖ. Но документы так и не получили, говорят жильцы. ТСЖ сказала, что на землю будут оформлять, и собрали по 240 рублей с квартиры, что будут оформлять нашу землю. Мы собрали, отдали в ТСЖ. И на этом вот за это и деньги пропали, и оформление не сделали. Я ходила в администрацию, спрашивала, никто конкретно не мог сказать. Накануне жители попросили снести эти постройки. На двери подъезда появилось объявление от некой администрации о том, что в течение недели постройки нужно снести, иначе штраф. Объявление Китера сносить сараи до 26 июля, иначе штраф была. Администрация yazılgan. Администрация обратится так, мы не знаем. Такое же требование поступило и к управляющей компании. Арендатор земли сообщила, здесь будет возведен магазин ритуальных услуг и зал панихиды. Женщина пришла, говорит, я, говорит, там сарай разобрать надо. Я говорю, что случилось? Я, говорит, купил землю. Я говорю, вы купили, я говорю, а в сарае, причем, что там будет? Она говорит, у меня, говорит, там будет ритуальные услуги буду проводить, говорит, она и жителям также объясняла, будут отпевать, будут мыть. Жители выступают против столь близкого соседства с ритуальными услугами и утверждают, если постройки снесут, то вся придомовая территория будет загорожена прощальными кортежами, а из окон будет видно, что происходит на территории морга. Он находится недалеко от их дома. Я вот проживаю на 3-м этаже, там все как бы на ладони видать.
детская комната, все видно, что происходит. Помещение ритуальных услуг планируют возвести вот на этом месте. С одной стороны находится здание морга, с другой – жилой дом. Если это здание построят, то оно будет находиться лишь в 20 метрах от жилого дома, утверждают жители. Сейчас эти постройки, деревья как бы ограждают дом от морга. Если их снесут, то прощаться с усопшими, скорее всего, будут под окнами нурлатцев. Нам морг не мешает. Ну вот это, что сейчас хотят возить тут трупы, памятники, гробы. Вот это у нас дети. Я живу на первом этаже, например. Как я должна вот детей в окно утром встанут и в окно там кого-то увозят, привозят? Это же не дело. Будет ли здесь просто магазин ритуальных услуг или же построят зал панихиды? Арендатор земли от комментариев отказался. По телефону ничего комментировать не буду как бы. Когда или в аренду взяли? Неудобно разговаривать сейчас. Мы обратились в исполком района, и нам подтвердили, земельный участок отдали в аренду на 10 лет, и возводить объекты законом не запрещено. Все нормы соблюдены. Палата земельных имущественных отношений по инициативе заинтересованного лица данный земельный участок был сформирован и надлежащим образом, согласно норм федерального законодательства, в том числе земельного законодательства, выставлен на аукцион. Если брать нормы градостроительного плана земельного участка, от межи до объекта капитального строительства должно быть минимум 3 метра. Новый объект от своей межи должен отходить 3 метра. И, соответственно, если между двумя объектами по 3 метра есть, организуется 6 метров, что является еще соблюдением норм пожарной безопасности. Противопожарный проезд должен составить не менее 6 метров. В данном случае границы земельного участка, от границ земельного участка многоквартирного жилого дома до начала границ земельного участка, спорного земельного участка, так его назовем, 14 метров, что не противоречит ни строительным нормам правил, ни пожарным нормам правил, ни санитарным нормам правил. Пока арендатор не обратился в исполком за получением разрешения на строительство объекта и не предоставил проект будущего сооружения. Если это будет место для прощания с усопшими, то у Роспотребнадзора могут возникнуть вопросы. Дома от такого объекта не должны находиться близко. Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил по содержанию территории городских и сельских поселений, у зданий и сооружений, которые в своем составе имеют помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам и проведению церемонии прощания, они должны выдерживать территорию до жилых построек не менее 50 метров. Сейчас жители написали коллективное обращение в прокуратуру. Филюза Ахмедуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Нурлат. Военнослужащие татарстанских именных батальонов укомплектованы по последнему слову военной техники. Бойцов батальонов Алха и Тимер обеспечивает самым современным оборудованием для ведения боевых действий руководство республики совместно с ДСААФ Татарстана. Это бронежилеты, шлемы, военная техника, беспилотники, аптечки, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, а также гуманитарные наборы с продуктами и средствами гигиены. Перед отправкой комплекты получает каждый боец. Завтра в Казанском торговом центре «Южный» откроется дополнительный пункт вакцинации от ковид. Он будет работать с 10 утра до 7 вечера. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, доступные оба компонента вакцины «Спутник Ви». Напомним, вакцинация проводится в 2 этапа, интервал между прививками 21 день. Врачи рекомендуют вакцинироваться в августе до начала наступления эпидсезона. За последние сутки в Татарстане выявлено 49 случаев заболевания коронавирусом, 42 человека госпитализированы. В Казани планируют запустить новую программу по ремонту и оснащению школьных кабинетов для особенных детей. Сегодня депутаты Казгордумы обсудили создание условий для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Сейчас в столице проживает более 85 тысяч инвалидов. Чтобы создать им равные возможности, необходимо решить большой пласт вопросов. Это и инфраструктура, и различные льготы, и борьба с недобросовестными автомобилистами, которые занимают их парковочные места. Какие предложения сегодня прозвучали, расскажет Дмитрий Аринин. Я сама, например, делаю свечи из вощины. Вот. И, соответственно, это все делать, продавать. И для этого нужно свободное время. Алсу Шигапова одна воспитывает дочку-инвалида. Сейчас ей 5 лет. Как говорит мама, она все время с ребенком и нет времени на работу. По мнению женщины, для мам с детьми-инвалидами нужно создать специальные условия. Хотим социальные няни. Это не только я, а вообще все мамы мы этого хотим.
Также хотим садики дневного пребывания, чтобы по времени было с утра, например, оставить и до вечера. Потому что очень многие мамы хотят выйти на работу. Эти и другие предложения сегодня подробно обсудили на сессии Казгордумы. Сейчас в Казани более 85 тысяч инвалидов. Назрела необходимость дооснастить в школах специальные классы для детей с ОВЗ. На обустройство более 100 кабинетов нужно порядка 150 миллионов рублей. Сюда, кроме ремонта, входит и специальное оборудование, и особенные парты, и сенсорные комнаты. Прекрасно понимаем, что это большая сумма, но просим сделать дорожную карту, например, в рамках 5-летней программы. Мэр идею поддержал и поручил реализовать в кратчайшие сроки. 5 лет – это много. Спасибо за большое. 2-3 года надо нам поставить, Рустам Гильфанович, я прошу это включить, за 2-3 года, 3 года – это такой долгий срок, точно не 5 лет. Это особенные дети, и к ним нужно особенное отношение. Также необходимо готовить кадры для работы с особенными детьми и создавать условия для занятий спортом и творческого развития. Оснащение требует инфраструктура самого города. Это и пандусы, и специальные кнопки вызова персонала в учреждениях. Отдельным блоком стоит проблема недобросовестных водителей, которые незаконно занимают парковочные места для инвалидов. Это полномочия Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Рустам Гильфанович сказал, что рассмотрит на комиссии. Также я прошу начальника управления внутренних дел вместе с нашим руководителем исполнительного комитета, с ГИБДД, систематизировать эту работу. Патрулирование необходимо проводить не стихийно, на регулярной и постоянной основе. Сейчас в Казани более 19 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, работает лишь каждый третий. Создать дополнительные рабочие места призваны изменения в республиканском законе о квотировании. Квота будет считаться выполненной не только тогда, когда вы определили, что у меня есть места для инвалидов, а тогда, когда работодатель не просто определил, но и трудоустроил на эти места. Чтобы улучшить жизнь людей с инвалидностью, нужно более тесное взаимодействие различных ведомств. Также рассчитывать на помощь спонсоров. Чтобы собрать больше предложений и изучить передовой опыт, в этом году планируют провести форум «Добрая Казань». Дмитрий Айрин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку от армии. Где принимают заявки, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Как вести блог эффективно и не терять связи со своей аудиторией? Ответы на эти вопросы искали в Иннополисе. Сегодня в IT-столице собрались гуру интернет-сферы. Популярные блогеры, создатели видеохостингов, а еще лидеры мнений и представители традиционных медиа. Здесь проходит Всероссийский деловой форум в рамках проекта «Топ-блог». Приехали больше 150 начинающих блогеров и пиар-специалистов. Почему Иннополис – пример идеального интернет-позиционирования города, а Рустам Минниханов – образец для авторов интернет-контента. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдулин. Топ-блог-тур. Еще на днях он приветствовал подписчиков из любимой деревни, а сегодня из города будущего. За 7 лет первый татарский блогер Татар Малай не в первый раз приезжает в Иннополис. Подписчики знают, даже в столице высоких технологий он объяснит все интересно. Зависит от того, наверное, какая задача у тебя стоит. То есть тут, если ты хочешь какое-то видео, чтобы оно стало вирусным, соответственно, подумать над сценарием, над самим видео. Если это картинка, посмотреть тренды. В Иннополисе сегодня сотни блогеров с похожими вопросами. Здесь как раз и учат тому, как себя позиционировать в соцсетях. А, эффективно, и Б, наиболее конкурентоспособно. Это объясняют топы высокотехнологичных компаний и блогеры с миллионами аудиториями. А в чем формула успеха Иннополиса? За 7 лет самый молодой город России Иннополис смог создать настоящий мировой бренд. В стране его знают как IT-столицу, за рубежом как российскую Кремниевую долину. Построен для того, чтобы обеспечить прорывное развитие технологических направлений нашей страны. Как вы знаете, в Татарстане все делается по-правильному, все делается четко. Как это удалось практически? Вопрос интересует участников Всероссийского делового форума развития бренда города через социальные сети. IT-специалисты сверхмобильны. Они могут менять место работы, место жительства и выбирают такие условия для проживания, где они могут максимально реализовать себя.
Поэтому очень важно создавать такие условия в нашей стране. Иннополис – это яркий пример качественного позиционирования, высокотехнологичной консолидации высокотехнологичных всяких историй и создания хорошего предпринимательского фона, да, для того, чтобы вести какую-то IT-деятельность, маркетингу и там далее по списку. Еще один вопрос начинающих блогеров. Как Рустаму Минниханову удается вести одни из самых популярных страниц в соцсетях? Делает он это лично. Безусловно, заходит в социальные сети, смотрит комментарии. Он, несмотря на то, что ежедневно, я повторюсь, к 6 утра есть сводка, уже справка по дню. Он что-то может увидеть, позвонить, дать поручение. Он очень серьезное внимание этому уделяет, всегда интересуется, что какая реакция. Даже принимаемые какие-то решения на уровне власти. Есть там публикации в СМИ, там есть какое-то комментирование идет, да, от общественности, и есть публикации в социальных сетях. Там идет реакция людей на принятие тех или иных решений. Быть на постоянной связи со своей аудиторией стараются и участники форума. В Иннополисе 150 полуфиналистов проекта «Топ-блог» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Сложно из-за того, что много информации уже есть у других блогеров. Трудно создавать вот что-то новое. Ответы на все вопросы они получают на тематических экскурсиях, лекциях и воркшопах от экспертов. А раньше, пока ты не попал в телевизор, у тебя, в принципе, возможности не было такой, чтобы о тебе где-то заговорили, как-то узнали. Поэтому сейчас, с одной стороны, стало проще, а с другой стороны, тяжелее. Ответы на все вопросы и секреты мастерства лидеров интернет-сферы участники ищут 2 дня. Завтра завершающий день форума. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Иннополис. Это были все новости на этот час. Эта неделя радует нас жаркой погодой. Особенно повезло тем, кто сейчас на природе и увлекается сельским туризмом. Наш оператор Данил Филатов постарался поймать в объектив самые красивые моменты знойного августа. Предлагаем посмотреть, а я с вами прощаюсь. Камэнергостройпром, город Нижнекамск, производит плиты перекрытия пустотного настила высокого качества по выгодным ценам. Телефон 8 8555 49 46 42. Быть этого не может. Алина, иди скорее сюда! Ну чего? Ты не поверишь. Это же квартира почти даром. Квартиры в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Нет, это не черный экран. Это карта Акбарсбанка с кэшбэком 10%. Он такой большой, что даже не помещается в кадр. Оформите карту Аурум и получите кэшбэк 10% на все. Новогодний корпоратив – пожалуй, идеальный повод собраться с коллегами в одном из великолепных залов Казанской ривьеры. Здесь есть все, что нужно, чтобы сделать ваш праздник незабываемым. Забронируйте лучшую дату уже сейчас. 218 0050. Здравствуйте! Время новостей о погоде в студии Гульшат Гельмуллина. В Татарстане наблюдается стабильно жаркая погода и по данным сервиса Яндекс.Погода. В Бугульме, Бавлах, Азнакаево днем до 27 градусов тепла. Ясно и без осадков. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге воздух продолжает накаляться. Дожди не ожидаются. Ночью 15 градусов, днем 28 градусов тепла. Жителей Агрыза, Менделеевска, Актаныша также ждет очень жаркая погода. На свежесть дождя пока рассчитывать не стоит. Днем около 28 градусов. В Арске, Кукмаре, Балтаси ясно, безветренно и сухо. Днем температура повысится до 28 градусов выше нуля. В Болгаре, Доржаном, Буинске дожди не ожидаются. Ветер слабый, а температура высокая. Днем около 27 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше малооблачно, без осадков. Температура днем составит 28 градусов тепла. К пятнице столбик термометров приблизится к 30-градусной отметке в дневное время. В ближайшее время жара отступать не собирается.
Российский исламский институт продолжает набор на 2022-2023 учебный год по следующим направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 9 августа. Телефон в Казани 251 01 55. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ясно и без осадков. Ветер западного направления слабый. Ночью ожидается около 16 градусов тепла. Днем до 29 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли спокойное, но очень жаркая погода может стать причиной недомогания и солнечного удара. Берегите себя и свое здоровье. К этой минуте это все новости о погоде. До свидания.